А у нас звоночек есть. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Лане Зеркаль. Салям алейкум. Алейкум салям. Говорите, вы в эфире. Да, я понял. У меня вопрос к госпоже Зеркаль. Как вы видите перспективу крымско-татарской национальной территориальной автономии? Спасибо за вопрос. Сложный вопрос, особенно в разрезе необходимости внесения изменений в Конституцию. Я так понимаю, что было уже очень много разговоров на эту тему. И действительно, коренные народы имеют право на автономию, особенно культурную автономию. Для Украины это тяжелый вопрос, исходя из сложившейся нынешней ситуации и настойчивых требований Российской Федерации о федерализации. Но думаю, что он решаемый, особенно исходя из того, что мы же говорим не о масштабах сегодняшнего дня, а о каких-то других временных континуумах. Скажите, вот если бы Украина, она, кстати, имеет возможность сейчас, тем более в Раде достаточно много людей на одной партии, и слова были правильные сказаны до того, да, Порошенко не решался, там много чего было, я не хочу вспоминать ничего. Вот, но вот если бы Украина, признав коренным народом крымских татар свою оккупированную территорию, просто переписав там несколько предложений в Конституции, сделала коренным народом этой территории крымских татар, а у нас нет других стран, мы не венгры, не румыны, не болгары, не евреи, у которых есть, ну вы понимаете разницу, да, между коренным народом и национальным меньшинством в стране. Это могло бы усилить нашу позицию дипломатической Украины по возвращению Крыма? Теоретически, да, и мы это неоднократно обсуждали на площадке ООН. Но думаю, что для того, чтобы решиться на это, нужно иметь такую серьезную политическую волю. Вы абсолютно правы. Я немножко не понимаю, это уже не к вам, конечно. Вот какая же такая политическая воля нужна для того, чтобы поддержать свой коренной народ, попавший почти целиком под оккупацию? Вот что ж, какие же сомнения должны голодать политиков вот в этот момент, когда людей отдали с землей, без единого фактически выстрела, а теперь проголосовать за 3 предложения в Конституцию в течение 5 уже 6 лет является какой-то огромной проблемой. А это же, ну, понимаете, что это же я даже не хотел тему поднимать, она очень болезненная. Вот человек позвонил, да, вот как бы нас бросили, вы объясните, вы нас бросили или нас не бросили? Вот объясни, моя страна, вот кто я для тебя? Я коренной народ или я так, ну, случайно там, ну, Бог с вами? Я понимаю, что это больно и что это болит. И, ну, поверьте, действительно по-человечески понимаю. Но то, что я сейчас скажу, может быть, будет звучать цинично, но я не говорю о себе. Мне когда-то объяснили, что любой политик действует, и это может быть то, что меня не привлекает абсолютно в политике, действует только из расчета, сколько голосов или какая поддержка у него будет от того или иного действия. И, к сожалению, это является ключевым в действиях политиков. Знаете, ладно, если бы Крымское ханство потеряло независимость ровно в тот год, когда США приобрели ее, если бы президент Вашингтон думал только о голосах, наверное, не было бы такой страны. Я с вами абсолютно согласна, но считается, что это вот тот негативный бок демократии, который никто не хочет видеть. И то, что политики живут свой избирательный цикл и боятся, что будет дальше, как это что отразится на их голосах, это является слабостью демократии. Да.